В эфире «Актуальное интервью». Здравствуйте. Очередная региональная неделя началась у депутатов Государственной Думы и Федерального собрания Российской Федерации. Народные избранники отправились к своим избирателям узнать чаяние народа. И сегодня у нас в гостях депутат Госдумы от Якутии Галина Данчикова. Здравствуйте, Галина Иннокентьевна. Доброе утро. Галина Иннокентьевна, прошел год с начала пандемии коронавируса. С вашей точки зрения, как Якутия в числе других регионов достойно борется с этим вирусом? Я, наверное, начну с того, что можно оценивать в целом система здравоохранения Российской Федерации справилась с этой эпидемией. Врачам огромное спасибо. Собственно говоря, на самом деле это серьезный вызов был в целом в мире и, конечно, и для нашей страны. И нужно отдать должное нашим медикам и врачам, и среднему медперсоналу. И особенно хотелось бы отметить тех сотрудников, которые работают на скорой помощи. И учитывая наши природно-климатические условия, наше расстояние, конечно, нагрузка ложилась очень серьезно. Правительство Российской Федерации, президент Российской Федерации очень оперативно принимали решения с точки зрения и поддержки медицинского персонала, создания, конечно, больничного коечного фонда, лекарства. И считаю, что на самом деле система здравоохранения наша показала, что мы смогли справиться с этим вызовом. Очень серьезным вызовом, как пандемия коронавируса. Республика как справилась? Республика, теперь к республике. Я считаю, что Республика Саха-Якутия тоже смогла справиться с этим серьезным вызовом. Мы, конечно, понимаем, что нельзя сегодня сказать уже окончательно, что нет таких случаев, но они достаточно идут системно к уменьшению. И, конечно, то, что сейчас проводится большая работа по прививочной кампании, и, в общем-то, каждый житель Республики Саха-Якутия сам для себя определяет, будет он делать прививку, либо он, исходя из каких-то определенных условий, состояния здоровья, принимает решение для себя. Считаю, что республика наша с этим справилась, и наше здравоохранение показало, что вот если происходят и такие случаи, то есть не та плановая работа, которую проводят наши медики, а именно в таких случаях республика очень достойно справилась с этим. Хотя, конечно, потребовались определенные ресурсы, достаточно серьезные, но и сама система финансовая с точки зрения финансирования очень оперативно принимала решения, и правительство Республики Саха-Якутия. Почему так медленно идет процесс доставки вакцины? Есть, наверное, разные моменты. Где-то есть объективные, где-то есть субъективные. Само по себе то, что процесс запуска, выпуска вакцины, ее апробирование и сама по себе доставка, конечно, она не может обеспечить. Сразу одномоментно есть выпуск вакцины в таком объеме, чтобы все желающие одномоментно были вакцинированы. Конечно. Это же понятно, да? Это понятно. И сейчас постепенно мы получаем вакцину, мы вакцинируем, создаем условия. Понимаете, даже создать условия, чтобы развести нас с вами. Когда вы вакцинируетесь, вы же тоже идете с определенными мыслями, с определенным беспокойством, настроением, с точки зрения, как вас развести даже в той же очереди, чтобы создать условия, чтобы вы могли быть вакцинированы. И именно те условия, которые есть, то есть вы четко должны понимать, что вы не болеете, и медики вас посмотрели и дали вам добро на вакцину, и плюс эти 21 день, который необходим, вы должны тоже соблюдать очень достаточно жестко те условия для того, чтобы получить второй этап вакцины, прививки. Я думаю, что это решаемые все вопросы. Рабочая поездка в Алданский район. Почему вы начали свой визит со встречи со студентами? Медицинский колледж, техникум, могли бы начать с главами поселений.
сначала встретиться или там с руководителями предприятий? Почему молодежь? Наверное, потому что, во-первых, в этом году, вот в 2000, даже не в 2021, в 2020 году, благодаря серьезному настоянию председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина была дана установка, и мы рассматривали и проводились широкие обсуждения закона о молодежной политике. То есть вот все начиналось с этого. И в 2020 году, извините, в 2020 году был принят этот закон. И закон достаточно, концепция закона была достаточно серьезно проработана. Плюс в законе был очень серьезный определен понятийный аппарат. Что такое молодежь, до какого возраста является молодежь, взаимодействие между органами власти, определение общественных формирований. Конечно, требуется более конкретика, возможно, принятие дополнительных нормативно-правовых актов для того, чтобы молодежь видела, какие формы поддержки для них сегодня есть в законах. Но алданская молодежь достаточно острые вопросы вам задавала. Мы, когда встречались в медицине, поэтому у нас в плане появились два учебных заведения, это политехнический техникум и медицинский колледж. И для меня на самом деле было неожиданным, что молодежь, почему неожиданно? Потому что еще возрастная группа такая небольшая, еще ребята совсем по возрасту, потому что 9 класс, да, и 10 класс. Ну, молодые совсем. И достаточно очень грамотно, очень остро задавались вопросы на нашей встрече. При этом некоторые вопросы, которые задавали наши ребята, они задавали с точки зрения того, что это неурегулированность. И мы хотели бы понимать, вот вы говорите о том, что сейчас по настоянию президента очень четко модернизируется первичное звено. То есть то звено, которое непосредственно связано с жителями нашей республики, жителями Алданского района. И ребята вот с медицинского колледжа задавали вопросы. Вот вы говорите о том, что мы будем модернизировать. Мы хотели бы понимать, вот как мы будем работать. Какие вопросы вы решаете их присутствие для нас? в этой сфере. Да, вот мы готовы работать, но мы хотели бы вот понимать с точки зрения, как будете рассматривать решение вопросов наших стипендий, как вы будете рассматривать вопросы, связанные с модернизацией нашего колледжа, общежития, создания условий. И, конечно, самое такое, наверное, важное, ребята просили обратить внимание на, ну, допустим, на передвижные комплексы фельдшерско-акушерских пунктов. То есть они хотят сейчас в ходе обучения получить практические навыки, когда они пойдут работать на первичное звено. И что как бы важно, видно, что желание по выбранной профессии работать есть. Есть вопросы, которые мы будем решать и с учредителями, это Министерство образования республики. В принципе, ряд вопросов мы сразу постарались ребятам ответить, урегулировали. Да. Некоторые вопросы придется решать вот сейчас и с правительством, и, в принципе, мне в Государственной Думе. Галина Леонидовна, много встречаетесь с людьми, в том числе вот в Алдане здесь встречались с людьми. Иногда люди задают бытовые вопросы, которые можно здесь решить на месте. Да? И в основном, наверное, их большинство этих вопросов. Часто приходится говорить «нет». Ну или как вот часто так бывает, главы там поселений говорят, вот это не наши полномочия. У меня есть принцип, которым я придерживаюсь всегда. Я никогда не перекладываю обращения граждан, жителей нашей республики на другие плечи, да. Поэтому любой вопрос, который задается жителям, и любое обращение в письменной или устной форме, оно находит, как бы сказать, понимание у меня.
Это как бы первое. Пандемия коронавируса наложила свой отпечаток на общение. То есть и в этом была некая трудность для меня, потому что мне все-таки привычнее общаться с человеком с глазу на глаз. И понимание, ты чувствуешь настроение человека. Когда сейчас мы общаемся с людьми через компьютер, через телефон, я провожу даже прием граждан по своему мобильному телефону. Но не чувствуешь эмоций при Да, этом. я не чувствую вот эмоций, не чувствую, как воспринимает человек и насколько он удовлетворен, либо у него остались какие-то вопросы, которые он не смог вот задать именно по телефону. Проводили мы прием, и мы сейчас практикуем проведение приема граждан, в принципе, в режиме ВКС. По-разному воспринимают жители республики такой формат. Но, однако, считают, что через такой формат можно тоже решать вопросы. Проводили прием граждан по Амгинскому району. Мы иногда проводим тематически, допустим, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство. По Алдану перед поездкой мы проводили прием по разным вопросам. В основном это касалось переселения граждан из непригодного аварийного жилья. Это вопросы были связаны с темой качества строительства, исполнения непосредственно как бы закона, подведения коммунальной инфраструктуры. Вот здесь у вас есть целые такие районы, где есть инициативы жителей строить дома, но однако нет инфраструктуры, водоснабжения, теплоснабжения. Часть вопросов, которые мы сразу обсудили и определились с администрациями совместно, по приезду в Алдан я побывала на месте и пригласили туда теплоэнергосервис, это вот где там застраивают жилые дома и нет возможности подключить инфраструктуру. Сейчас по приезду в Якутск мы обговорим это с коллегами непосредственно с Якутскэнерго и с соответствующими министерствами. Комиссия здесь работает, она приехала. Это представители жилищно-коммунального хозяйства и теплоэнергосервиса. Они смотрят и корректируют сейчас конституционное соглашение. Конечно, завтра не произойдет подключение к теплу и к воде этих участков. Но будем этим заниматься, и я надеюсь, эти вопросы будут решены. Слишком надолго затянулся этот вопрос. Поэтому думаю, что здесь надо просто заниматься. И, конечно, я придерживаюсь принципу вот такой открытости. Если это невозможно выполнить, я говорю, что в рамках действующего законодательства сегодня эта ситуация, она разрешиться вот на данный момент не может. Если я понимаю, что это можно, поработав очень плотно, решить, этим мы занимаемся. Кстати, вот о законодательстве. Ну, немногие, ну, некоторые законы, которые принимают депутаты Государственной Думы, в том числе, они вот уходят в работу, да, и потом как-то долго они разворачиваются. Вот, например, да, с вывозом твердых коммунальных отходов. Вот буксует же на местах закон, буксует. Региональные операторы не справляются, в частности, в Алданском районе. Почему так происходит? Ну, у вас бывает, что компьютер дома буксует? Нет, ну, это, конечно, это же железо. Есть еще и человеческий фактор, да? Да. Я понимаю, к чему вы клоните. Вот очень правильно Вячеслав Викторович Володин говорит нам две вещи, даже три. Первое, вы обязательно должны выполнять представительские функции, это мы должны общаться со своими избирателями, что в принципе я и делаю постоянно. На регулярной основе постоянно я встречаюсь с людьми. Ну, кроме того, что они обращаются письменно. Кроме того, Вячеслав Викторович говорит всегда нам, когда вы готовите законопроекты, либо вносятся законопроекты правительства, мы их смотрим. Законопроект должен четкую, прямую норму, чтобы к норме закона потом не готовить тысячами нормативно-правовых подзаконных актов.
И плюс, конечно, самое важное, чем мы должны как бы заниматься, это правоприменительная практика, то, что, о чем вы говорите. На Да, местах. законопроект принят. Как он на местах работает или не работает. Либо он требует какой-то корректировки, либо какие-то нормы нужно уточнить. Вот эта тема, она есть. И по всей вероятности, как-то вот принимались законы, да, и они были вот рядом, работает, не работает. Он не был так чувствителен, наверное, вот для населения, и мы не слышали наших жителей, да. Сейчас мы слышим, вот ряд законов, которые у меня как бы на слуху, я понимаю, что они тормозят. Вот они не работают, значит, нужно сейчас очень четко проанализировать, почему тот или иной закон не работает, или к тому или иному закону требуются дополнительно какие-то подзаконные акты, при этом огромное количество, значит, надо вносить изменения в эти законы. И при этом делать это очень оперативно. С экспертным сообществом, с общественностью, с гражданами обсуждать. Вот мы же слышим сейчас, даже по Алдану, когда мы вот я подведу для себя итоги, я вижу очень много правильных предложений с точки зрения очень медленной реализации закона, да, либо не исходя вот из тех условий, в которые мы живем, да, возможно, требуются какие-то особые разделы в данные законы, которые сейчас... Кстати, вот исходя из этого, вот какова вот это объем обратной связи? Вот иногда же бывает так, вот мы выбираем депутатов, неважно каких, да, там, поселений, региональных, депутатов Государственной Думы. Выбрали, все. Потом какие-то возникают вопросы у избирателей, вот то не делается, все не делается. К депутатам обращались, большие глаза, удивляются все. Или часто говорят, нет, мы вообще не знаем своего депутата. Почему так? Вот обратная связь, она... А знаете почему? Я, например, для себя вот... Ведь я-то молодой политик, честно сказать. Почему-то все решили, что я уже... А я ведь всего 4,5 года. Ну, Это ведь, да, в Государственной Думе 4,5 года. Ну, все считают, что в председателе правительства, да, когда были, да, а да. это исполнительная власть. Простите, если говорить там председателя правительства, то сами генерировали идеи, сами отвечали, сами реализовывали, сами отвечали, да? Здесь немного тема другая, и история другая. Мне кажется, что это все-таки закрытость власти. Понимаете, как? Хотя мы много говорим об открытости, да, прозрачности, мы много об этом, публичности. Мы много об этом говорим, да, но на самом-то деле это, наверное, на практике не совсем так. Вот представьте себе, что я веду прием граждан по мобильному телефону. А если я веду вот прием граждан по мобильному телефону, вот сейчас, ну, условия такие, да, или по связи, вы, получив номер моего телефона, передаете соседу, сосед другому соседу, и по большому счету... Шквал. И по большому счету я получаю шквал звонков, да? При этом вот я могу привести вот пример, что мне поступают звонки разного характера, разного плана. И это вот то, что вы задавали вопрос, полномочия муниципальной власти. Вот я замерзаю, я житель Якутска, инвалид, мне 72 года, у меня развалилась заваленка, на улице температура минус там сколько-то, мы поднимаем всех и начинаем помогать этой бабушке. Понимаете? Ну, конечно. Это телефонный звонок, его никто не контролирует, да? Никто, как бы сказать, не знает. Это вот сейчас вот мне тоже жительница Якутска позвонила, у нее проблема тоже какая-то с квартирой есть. Но учитывая, что у меня времени не было с ней пообщаться плотно, потому что, ну, во-первых, наши пожилые люди любят поговорить. Конечно. Это тоже не исключение. Я выслушиваю, могу слушать часами. Я понимаю, что я нервничаю, иногда нет там времени, но я слушаю.
Есть такие вот моменты. Житель Москвы, жительница Москвы, она говорит, я хочу на прием только к вам. Мы ей объясняем, пожалуйста, есть приемная общественная, куда можно записаться. Она говорит, нет, я не буду записываться в общественную приемную. Я хочу к вам на прием прийти. Мы ей объясняем, что у нас пока приема нет, при этом есть некие ограничительные меры. Она говорит, а я подожду. Я говорю, я депутат от Якутии. Она говорит, я уже у вас была, вы мне помогли, и я хочу только к вам. Понимаете, есть вот открытость, это такие примеры, ну, может, не яркие, может быть, но они есть. То есть, если человек может дозвониться, достучаться, вот это открытость, понимаете? Люди понимают, что они могут позвонить, они могут поговорить. Людям главное, что им Даже уделили внимание. Да, даже если есть вопросы, которые я не могу решить, есть закон, я не могу выйти за рамки закона. Я объясняю, поясняю, общаюсь. Ну, вот как бы я работаю вот так. И то, что вы говорите, на самом деле, есть еще моменты грубости определенной, да? Вот у человека крик души. Вот женщина на приеме Алдан, да? Она имеет возможность переселиться из аварийного дома. Имеет возможность. Она попала в программу. Ей дают ключи от квартиры. Есть определенные сложности. Ну, я даже пока про нормы не говорю. Я говорю о человеческом факторе. Ей дают квартиру однокомнатную, а она живет с сыном, которому 21 год, в двухкомнатной. Вот по жизни, да, это неправильно. Понять ее По можно. закону, да, ее можно понять. По закону она получает квартиру чуть больше на несколько квадратов, на 1 квадрат, чем она проживает. Плюс у нее квартира аварийная, это квартира новая. Кажется, есть вот плюсы, да, но есть жизненные минусы, которые надо как-то решить. Я говорю, уважаемые коллеги, глава города, уважаемый коллега, глава администрации района, вы посмотрите, какие есть варианты. Можно найти, понимаете, если постараться. Давайте, вот я и задаю вопрос, а вы готовы пойти во вторичку? Вот не в новое жилье, а во вторичку. Поэтому поищите вариант, уважаемая. Она говорит, готова. Но чтобы это было 2. Механизм же есть. Ну, понимаете, как? Компенсация. Одно дело задуматься, это же частный случай. Это же просто вот один житель. Над этим же работать надо. На это силы Они надо будут тратить. потом спекулировать на этом, люди? Вы понимаете как? Есть и такие случаи. Но человек вот обращается, и у нее же не просто вопрос такой, как бы сказать, праздный. Это на самом деле по жизни-то ситуация сложная. Вот возьмите, я получаю квартиру, да, у меня есть ребенок, ему 21 год. И я получаю квартиру, и у меня нет таких средств, чтобы доплатить, купить новую, да, или получить двухкомнатную. Я пенсионерка. И я должна пойти в эту одну комнату. Ну, скажите, пожалуйста, мое состояние. Ну, чисто психологически и морально, конечно. Да и вообще. Вы предложите мне какие-то варианты. Я готова их смотреть. Но у меня нет средств, чтобы купить двухкомнатную квартиру в новом доме. То есть от общего к частному, от частного к общему. Да, поэтому, понимаете как, наверное, вот все эти случаи, есть спекуляции, есть, понимаете? Есть вопросы, которые связаны, когда люди обращаются и, в общем-то, наверное, понимают даже, что их вопрос в рамках закона нерешаемый, но они все-таки обращаются. И с такими людьми, жителями мы общаемся. У нас очень много обращений граждан со всей страны. Вот просто вам для информации. Закон, который работает федеральный закон об обращении граждан, он не говорит, что я должна отвечать на запросы, а учитывая, что мы сейчас с вами работаем по системе интернета и обращений в письменной форме, и в электронном виде, да, со всей страны. То есть я не могу разделить. Я не могу отделить Вы жителей. должны своим регионом заниматься. Нет.
Нет? Нет. Я не могу так. Закон не говорит, что я депутат, если от Якутии, я должна заниматься только обращениями граждан от Якутии. Я обязана отвечать на любое обращение жителей страны и перенаправлять другому депутату, который является представителем этого региона, я не могу. Вот, кстати, исходя из этого, вообще сложно быть депутатом Госдумы, потому что, ну, есть разные мнения, да, вот мнение народа. Вот сидят там, понапишут этих законов, да, а мы тут мучаемся. Вообще тяжело? Как сказать? Первое, наверное, интересно. Потому что для меня, вот, например, да, потому что это другой уровень. Или председатель правительства, где больше такая присутствует направление больше хозяйственное функционер. такое, да, вот стройки, мусор, как вы говорите, ЖКХ, энергетика, социальная инфраструктура, дорожная инфраструктура, ну такое вот, что приземленное. Здесь, конечно, интересно то, что, допустим, ты себя можешь реализовать в части того, что ты как бы можешь с точки зрения генерирования законов, которые Ты имеют... можешь творить. Да, и смотреть на то, что где надо вот что-то поменять, чтобы реально такие чувствительные вещи, которые происходят на Земле и влияют на жителей нашей страны и непосредственно, если говорить о себе, республики, а таких вопросов очень много. И понимаешь, что ряд законов, которые уже приняты ранее, они требуют серьезного переработки и серьезных изменений. Я вот приведу совершенно простой пример, над которым я работаю, надеюсь, и понятно. Вот все занимает, конечно, очень длительный период времени, потому что это регламент. И есть регламент, ты через него не перепрыгнешь. И, наверное, правильно, что существуют экспертные советы, обсуждения, слышат сторону одну, слышат сторону другую. И тогда уже вырабатывается какая-то согласительная или правильная точка зрения. Да? Вот есть у нас, это даже, наверное, больше относится к решению правительства Российской Федерации. Есть закон о гарантиях компенсации районов Крайнего Севера. Да? Есть. Вот есть закон. На основании этот закон гласит о том, что наши пенсионеры имеют право один раз в 2 года. У меня уже это прям как стало как целое это стихотворение. Выезжать на отдых. Это записано в законе, вот так прямо. Есть постановление правительства, где расписан порядок и условия. И есть дополнительные требования, которые предъявляются для пенсионера, который желает поехать. Я считаю, что эти требования избыточные. Их надо убрать. И я пытаюсь доказать, да, веду различные согласительные процедуры, пытаюсь обосновать, аргументировать. Мне жители Якутии это задают постоянно, жители нашей республики. И мы уже сейчас находимся на той стадии, что я смогла убедить Министерство труда о том, что на самом деле эти условия избыточные. И нам осталось всего ничего внести изменения в постановление, чтобы наш пенсионер спокойно пришел, написал заявление, имеет такое право и поехал. Получил талон и поехал отдыхать. Неважно куда. Не все у нас могут поехать в санаторий, но кто-то хочет поехать просто в Москву и посмотреть. Вот это мое право. Мне закон такое право дал. И не нужно, чтобы в каких-то вот документах были какие-то ограничительные вещи. Есть тема такая серьезная по сертификатам. Да, мы говорим, что нужно закреплять население в районах Крайнего Севера, да, ну, на Дальнем Востоке. Да. Есть масса программ, и ипотека, и сельская ипотека, это то, что касается жилищных условий, и программа развития сельских территорий, которая наконец-то обратилась к селу, что мы будем там заниматься инфраструктурой социальной, энергетической, жилищно-коммунальной. То есть мы должны понять, что кроме села никто не накормит, и что нам необходимо повышать качество жизни на селе.
И, конечно, жилищные программы, которые работают в рамках этой программы. Понятно, что вот здесь надо правильно, во-первых, сконцентрировать усилия муниципальной власти, региональной власти, то, что принимается на федеральном уровне. Это была Галина Иннокентьевна Данчикова, депутат Государственной Думы Российской Федерации.